Народная одежда – своеобразное послание. Она оберегает, олицетворяет хозяина, связывает поколения и этносы. Каждый элемент, каждый узор отражали богатство мироощущения удмуртов, их гармоничное слияние с природой. Нить за нитью, один орнаментальный мотив за другим, ярким соцветием, благородством и лаконичностью создавали необъятное полотно удмуртского национального костюма. Он был не просто практичным и искусно украшенным, он защищал от всего злого и неизвестного. Подол, край юбки – это самая уязвимая часть, по сути дела, женщины, поэтому к нему особенно щепетильно относились и в утилитарной одежде, и в праздничной одежде, добавляя свой орнамент в зависимости от района, от традиции. Мы очень часто видим, что на чулках присутствуют орнаменты, да, узоры. Также они присутствуют по краю одежды, например, в той части, где находится край рукава или где находится край ворота, воротниковая часть. Эти места, как правило, всегда более украшены, потому что это край одежды, место, где пограничье, скажем так, одежды и тело человека. Это место, куда может проникнуть дух болезни. Земные и растительные узоры украшали нижнюю часть одежды, подол, а знаки неба находили свое место в верхней части, до пояса. В нарядах соблюдалась трехчастность. Семен Николаевич Виноградов говорит, любая одежда делится на 3 части. Трехчастность, она присутствует у нас везде. Про крежи, про мелодии, про архитектуру удмуртскую, неважно какую архитектуру, если взять, она трехчастна, да? Если наша архитектура дома крыша, это верхняя часть, сами окна, 3 окна в сторону улицы, фундамент, это уже 3 части. Вот эта трехчастность присутствует в одежде, в любом элементе, что в платье, что в платке. Верхняя часть, головной убор до плеча, это предназначение небесным светилам. Луна, звезды, небо. От кокетки и до оборки это предназначение природе матушки. И следующее это уже оборочка вот эта, да? Там это уже предназначение матушки земле. Народная одежда удмуртов отличается по своему крою, узорам и цветовой гамме в зависимости от территории проживания. Общепринято делят на северных, центральных и южных. Конечно, в каждой группе есть свои особенности и локально-этнографическое деление. Широко известен своей пестрядью и богатым украшением южно-удмуртский костюм. Если говорить о традиционной классификации, да, можно выделить варианты южных удмуртских костюмов, причем здесь 3 таких подвида выделяется. Это, собственно говоря, южно-удмуртский костюм, который распространен, например, в Завьяловском районе, да? Есть в Малопургинском, Алнашском районе. Есть варианты периферийные, то есть это завятская традиция удмуртская и закамская. И завятский костюм, наверное, можно еще отличить всегда невысоким айшоном, достаточно невысоким айшоном и щулыком, который навешивается практически на лицо женщины, прикрывая слегка лицо. И в отличие от завятских удмуртов, южно-удмуртский вариант, да, айшон так высоко поднимается над головой, что щулык краем своим не попадает на лицо. Поэтому вот в этом плане очень сильно, конечно, головной убор тоже отличается, собственно говоря, у южных удмуртов и завятских удмуртов. Женская одежда со временем становилась богаче. Простейшие формы сменялись сложными фасонами, отражая талант мастерицы и связи нескольких народов. По платью южной удмуртки можно прочитать ее происхождение, статус и возраст. Домотканые платья, тоже про них можно сказать, какому возрасту они принадлежат. Если клетка мельче, то это значит молодая девушка. Если уже клетка больше, то это уже в возрасте дама. И про пошив тоже, про крой там очень много значит. Особенностью деревни Квачей является, что они любили розовый цвет именно. По-удмуртски называется бусир. И по подолу у квачинских платьев
обязательно имелись 2 черные полоски. Это значит знак защиты. Знак защиты от сглаза, порчи злых духов. Они в это верили. Одеяние было многослойным, но благодаря натуральным тканям даже в жаркую пору было комфортно. Для того, чтобы ехать на дальние луга, женщины шили себе красивые летние платья. Из ситца, из вязи и из всего, что было. Это уже было послевоенные годы, когда были колхозы большие. Они уезжали на дальние луга. И чтобы они ведь там не только косили, убирали сено, а по вечерам они веселились, праздники устраивали. Для того, чтобы всегда с собой носить брусок, они пришивали к фартукам такие кармашки. Народный костюм словно музыка, которую видишь и чувствуешь. Отдельными переливами звучит старинная маниста, яркое и широко известное нагрудное украшение южных удмурток. При этом в каждой деревне встречались свои, особенные. Здесь на девушке баграш-бигринское платье. Маниста, вот мы по манистам тоже различаем, стиль баграш-бигринский, именно баграш-бигринский. Почему? Обязательно к бигринскому наряду идет бутьмар. Бутьмар. Это, если перевести на русский, перевязь. Вот. В нашей стороне отличительно то, что перевязь или бутьмар только в один ряд денежек. Ну и, конечно, последнее, значит, идет, мы обычно называем кильтери, что в переводе с удмуртского модница, кильтеряшкись. Это дополнение, или можно сказать, как бухашик. Вот. Это вот цепь с такими монетами запаянными. Ну, обычно раньше было 2 ряда вот этих монет, если полный комплект. Ну и передний, конечно, значит, всегда в клеточку и, значит, вышивкой с узорами такими. Летом, скажем, или вот в жаркую погоду носили шелковые. Вот также маниста одевалась сверху, или могли и без манисты. Это показывает все достаток семьи. Каждая деталь национального костюма важна. Даже пуговицы говорили о многом. Южные удмурты всегда старались закрыть шейную часть. И всегда было 3 пуговицы, 3 части платья, да, и тут тоже 3 части, 3 пуговицы. Переместившись севернее по карте Удмуртии, цветовая палитра и форма одежды меняются. Появляются свои особенности. В костюмных комплексах срединных удмуртов особой печатью прослеживается лаконичность и сдержанность с отдельными яркими элементами. Здесь в одежде доминируют все-таки белые цвета, в отличие от пестреди, которая используется, например, у южных удмуртов, да, то есть южным вариантом их точно уже никак не назвать. Северным их роднит, наверное, немножко больше. Но при этом у центральных удмуртов Шарканского и Шербодинского района есть такие яркие элементы, которые маркерами вот их локального варианта одежды являются. Это, к примеру, головной убор, куинцерго, 3 угла. Праздничное платье называется шорт-дерем. Шорт-дерем, который девушка начинала носить со свадьбы, надевала на сватовство уже. Очень интересный способ хранения, где висело, где лежало это платье, так как не было шкафов. А если в сундук положить в таком виде, платье помнется, мы говорим, что утюгов еще не было. Вот если говорить те времена, то вот это платье, здесь на плечиках есть такие петельки. Платье висело вдоль стены, вот с изнаночной стороны, чтобы пыль не оседала, чтобы не заморалось платье. Даже оборки на платье не случайные. Это не просто элемент красоты, но и своеобразный оберег. Наши предки очень боялись порчи, сглаза, щенущим лечка шкаловал. И они придумали, что на празднике, когда женщина танцует, кружится, платье сметает дурной сглаз. И третья функция. Чем больше оборок, тем визуальнее шире бедра у женщины кажутся. А раньше же принято было много детей рожать, потому что нужны были рабочие руки. Так вот, на сватовстве
Когда будущий свекор шел смотреть на свою будущую невесту, он обращал вот на ее бедра. Возможно, там молодому человеку, жениху, неважно, есть бедра, не есть бедра. Он влюбился, полюбил и готов жениться. А вот свекор именно обращал внимание на ее бедра. Сможет ли она в их семью родить много детей? Обязательным фрагментом в костюмном ансамбле был фартук. Он окаймлял талию женщины и в будни, и в праздники. Узелок от фартука обязательно прятали, чтобы тот не поймал дурной глаз. У нас у центральных удмуртов фартук в праздничном варианте он без нагрудника идет, а в рабочем варианте фартук идет с нагрудником. Вот он такой, почти как у южных удмуртов. Рабочий вариант он из самотканой ткани, а праздничный он из покупной ткани. И здесь не так много тесемок, не такой яркий фартук. Самобытность и архаичность сохранились в северном удмуртском костюмном комплексе. Он отличается лаконичностью по своей форме и цветовой гамме. Северные удмурты чаще всего выделяются вот в классификации, да, на 3 такие подгруппы. Это нижнечепецкие, среднечепецкие и верхнечепецкие удмурты. В северном варианте костюма доминируют белые цвета. Это туникообразный, как правило, покрой бывает. Но все-таки отдельные элементы вот именно внешнего вида, покроя платья, нижней рубахи, верхней рубахи, он отличается. На девушку надевалась сначала рубаха. Вот она вообще очень древний крой, вот этот, он сохранился много веков, и до сих пор вот такую рубаху в костюме считается вот аутентичной. Вот тут был разрез. Разрез был длинный, для того, чтобы, например, удобно было снимать, удобно было кормить ребенка, не снимая платье, да? Рукава на праздничной рубахе северных удмурток всегда были богато украшены красным орнаментом. Каждый узор нес свой тайный смысл. Вот такой знак – это знак Земли. Вот такой четырехугольник – это знак Земли. И вот когда здесь вот такие маленькие вот разделения с точечками – это засеянное поле, то есть знак плодородия. И вот такой знак делали на свадебном именно костюме, то есть род ей продлевать нужно было, поэтому что женщина была максимально защищена знаками различными, лоскутом, вот, то есть красным цветом, клетка. Вот клетка тоже, она как защита идет. Северные удмуртки носили нагрудник – мурысащ или кабачи. Он нес в себе не только практическую функцию, но и служил оберегом. Такую же роль играл фартук. Главный женский орган вот здесь, да? То есть для вынашивания детей ей нужно было сохранить, то есть отвести порчу, отвести с глаз. Женщина не показывала, что она беременная, поэтому такие большие объемные костюмы были, чтобы скрыть беременность. Не от того, что ей там стыдно было беременной ходить, а чтобы не сглазили ребенка. И вот наш фартук был вот такой двухчастный, обязательно клетка, узор или клетка. В костюме северных удмуртов основными цветами были белый, красный и черный, олицетворяющие верхний, средний и подземный миры. Эта гамма прослеживается в государственной символике, как бы архаично уходя вглубь традиционной культуры. Для мужчин тоже была важна не только практичность одежды, но и ее внешний вид. Ткань и орнамент, узор или самобытный элемент выделяли мужчину удмурта из толпы. Мужская одежда удмуртская, она, как правило, состоит из брюк, штанов. Чаще всего нужно сказать, что удмурты от русского, да, отличали именно полосатыми штанами. Конечно, в разные периоды разная была мода на повседневные или, можно сказать, более праздничные, да, для выхода штаны. Более зажиточные люди могли себе позволить более яркие цвета. Ну, это, наверное, связано с красителями в какой-то степени, да, возможностью приобрести особые какие-то красители. Дети – самая большая ценность. Их оберегали еще в утробе матери. В одежде малышей также отражалось стремление защитить их.
Особенно младенцам вообще новую ткань никогда не делали. Старая ткань была намоленная, она как, ну, то есть родители, население же ведь у них были верующие, они, то есть молились постоянно, обращались к Богу. Там. Вот эту одежду старенькую там, которые изношенные, наверное, места срезали, из этого шили детские одежды. И вот, во-вторых, лен, он сам по себе грубый ведь, вот новый, он колючий такой немножко даже, жесткая ткань получается. А вот уже после ношения, после множественных стирок, она становилась мягкая, тоненькая, поэтому ребенку это лучше. Ниточками переплетаются прошлое и настоящее, создавая единое полотно, передавая ценности, обычаи и традиции. Отдельным чарующим символом в композиции проходит история удмуртского театра фольклорной песни и танца «Айкай». С первых дней создания коллектив возрождает музыкальные традиции, костюмные комплексы удмуртов не только Родникового края, но и других регионов. Это богатое разнообразие удалось возродить, воссоздать не за один год, а каждый год один комплекс, другой комплекс, изучать, находить отдельные изюминки, отдельные детали. И к настоящему времени театр Айкай стал образцом ношения, возрождения удмуртского национального костюма. Молодой артист, присоединившись к театру, осваивает не только музыкальное своеобразие и народный танец, но и учится правильному ношению национального костюма. Мы стремимся к тому, чтобы соответствующий костюмный комплекс и музыкальная наша композиция, постановка, они были созвучны между собой, чтобы они по региону, по содержанию постановки нашей друг другу соответствовали. Многие элементы костюма они озвучены в песенных куплетах. Да? Например, у завьялских удмуртов в свадебной песне звучит, что кто со стороны жениха приехал за невестой, они поют, что мы ни за что не вернемся, пока мы не получим чалму, которая соткана 25 дощечками. Человек, который не понимает, не знает истории, что такое 25 дощечками соткана чалма, это очень богатая, очень сложный вариант качества, богатый узор. А чалма – это элемент головного убора невесты. Богатое разнообразие костюмных комплексов Айкая – это большая работа директора театра Петра Павловича Данилова и команды. Изучение этнографических материалов, время за ткацким станком – все это приводит к настоящему празднику и погружению в действо, когда артисты ступают на сцену. Да, многолетнее изучение народных традиций позволили у себя на родине, в деревне Старый Кушкет, Республики Татарстан, Балтасинского района, найти уникальный мужской фартук, который никогда не описывался в научной литературе, именно с узором пчелиные соты. Гастроли по Республике Татарстан, Балтасинском районе, Республике Марий-Эл, селе Большой Карлыган, позволили найти еще один уникальный мужской праздничный фартук, где присутствуют тюркские узоры. Национальный костюм Не заканчивается платьем и рубахой. Это целый комплекс от головы до пят. По этой теме мной проведена тоже очень большая работа. Возрождение ношения других видов обуви, из башмаки из лыка сплетенные, с деревянной подошвой, праздничные лапти с деревянной подошвой и сверху крашенными гусиными перьями, женские лапти. Традиционная культура не уходит. Привнося актуальность, сочетая старину и современность, мастера не только сохраняют удмуртскую одежду, но и продвигают культуру ее ношения среди молодежи. Свою лепту в этом труде вносит руководитель театра моды Питыран из поселка Игра Надежда Касаткина. В ее творчестве красной нитью проходит лаконичность северно-удмуртского костюма. Традиционный крой, он оказывается очень комфортен, то есть вот и абсолютно подходит под любую фигуру, то есть худенькая, полненькая девушка, мужчина там, и очень удобно двигаться в этом крое.
И я подумала, что почему бы не носить такие изделия как бы в жизни сейчас. Но я, конечно, стараюсь шить в стиле бохо, да. Мне кажется, это очень близко. Когда начала изучать удмуртский костюм, я поняла, что это абсолютно бохо. Потому что это многослойность, это такая вышивка яркая, нагрудники, да, вот эти вот монеты, когда одеваются, украшения из монет, из бус разнообразных. В своих коллекциях Надежда Касаткина нередко использует набойку, которая присутствовала и в традиционной культуре. У нас на нашей территории набойка вот эта вот называлась ляпис, либо шуккем на удмуртском языке. Удмурты уже как бы успели привнять вот это, они оформляли набойкой полотенца. Поэтому вот эти вот полотенца-скатерки такие были. Конечно, это были более примитивные рисунки набойки, сами деревянные штампы, нежели сейчас. Сейчас, конечно, фантазийные, невероятные, всякие разные. Для меня было удивление, вот в этом году я взялась за набойку, создала набойку драконы. Шарканский район, это качество было, там были драконы вытканные. Я не знала даже, я думала, что драконы это вообще только Восток и где-то там. Оказывается, в нашем Шарканском районе в старинном платье именно были вытканы драконы. Работа над сохранением удмуртского костюма не останавливается и в мастерской «Севут» в Глазове. Главный источник вдохновения – местные традиции. Мы в создании коллекции, например, использовали больше холодных оттенков, чтобы подчеркнуть скромность северных удмуртов, такой вот скромный колорит. Хоть мы называемся Севут, да, северные удмурты, но это нас не ограничивает в пространстве идей, правильно? И если мы сделали коллекцию близкую к северным удмуртам, то хочется что-то разнообразить и добавить яркости в нашей жизни. Трепетное отношение к народной культуре отражается в нарядах потомственной мастерицы Надежды Сапожниковой. При создании национального костюма мы не придумываем это все сами, мы лишь чем-то дополняем. Все это мы берем из старинных костюмов, где-то видим фильмы, где-то видим людей в наших деревнях, глубинках нашей Удмуртии. Тем самым мы подбираем ткани подходящие, натуральные ткани мы выбираем. И так мы создаем национальные костюмы, изучая цвета, узоры, крой ткани. При изготовлении лекал и выкроек мы обращаемся в основном к нашим пошитым уже платьям, которые у нас в музеях или в студии Квачи. Мы их очень скрупулезно разбираем, изучаем, но также мы обращаемся к книжкам нашим старинным, традиционным удмуртским, Зои Лебедевой, например. Народ – истинный живописец. Легким движением руки, которая знает все тяготы труда, он украшает холст, создавая разноцветную картину, добавляет звонкие переливы монет, обрамляет красной нитью и хранит бесценное – традиции.